Некоторые АЗС Бишкека и Чуйской области не доливают бензин своим клиентам. Это показал закуп, проведенный Финполом и снятый журналистами «Спутник Кыргызстан». Забегая вперед, скажем, что на одной из станций компании-гиганта с мировым именем недолив составил пол-литра бензина с 10 заправленных. Финпол уже возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование началось в апреле 2019 года. В наше агентство обратились несколько человек с просьбой выяснить, можно ли доверять АЗС. Мы предложили Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями, также известной как Финпол, попробовать рассеять сомнения наших читателей. Для начала объясним, как выявляют недолив. Вот стандартный 10-литровый мерник. Если залитое в него топливо на этом уровне, значит все нормально. Если на этом, значит не долили 100 мл. А этот показатель означает перелив в 100 мл. Кстати, недолив в 25 мл считается нормой. Если больше, тогда у соответствующих органов возникают вопросы. Все необходимые условия процедуры оперативниками Финпола были исполнены. Например, перед закупом топлива мерник смачивался. К тому же температура воздуха была около 20 градусов по Цельсию, то есть было ни холодно, ни жарко. Это значит, что бензин не сжимался и не расширялся. Итак, переходим к главному – к закупу бензина. Первая серия контрольных закупов. Сразу скажем, что целью этой операции было лишь установить целесообразность дальнейшего расследования, то есть понять, есть ли недолив или это всего лишь мифы. Бензин марки АИ-92 финполовцы покупали под видом клиентов. Топливо скрытно заливалось сразу в мерник. Таким образом, всего проверке подверглись 10 АЗС в Бишкеке и Чуйской области. В их числе как крупные сети АЗС, так и мелкие компании. И результаты подтвердили опасения наших читателей. 9 из 10 заправок не долили бензин. Причем на 7 АЗС уровень топлива даже не доставал измерительной шкалы. Чтобы убедиться, что мерник нас не обманывает, его сдали на официальную поверку в Кыргызстандарт. Она показала, что погрешность есть, но совсем небольшая – 25 мл. Так что смысл в дальнейшем расследовании был. Подозрения о недоливе подтвердились. Опять видим, что нету заполнения. Вот я вот так даже могу показать наглядно. Не знаю, получится, нет, если наклоню. Нет, даже не достану я. То есть вот так теоретически он должен заполниться. Вот. То есть отсюда мы видим, что даже до шкалы он не достал. Далее финполовцы решают прибегнуть к помощи метрологов Центра по стандартизации и метрологии. Ведомство более известно как Кыргызстандарт и отвечает за единство, а также верность измерений в республике. Но когда метрологи Кыргызстандарта присоединяются к оперативным мероприятиям, картина резко меняется. Вторая серия контрольных закупов. Метрологов оповещают о готовящейся проверке АЗС за день до. Они прибывают со своим 10-литровым мерником. Естественно, он был поверенным, что исключает любые погрешности. Бензин Финпол старается покупать на тех же бензоколонках, которые проверялись при первом закупе. Но почему-то именно в этот день некоторые из этих АЗС не работают. По этой причине для проверки приходится выбирать другие топливно-заправочные станции «Газпрома» и «Бишкек-Петролиум». Итак, результаты двух контрольных закупов рисуют следующую картину. Когда к проверке присоединились эксперты-метрологи, крупные сети АЗС недоливом почти не грешат. На мелких заправках ничего не изменилось. Уровень топлива по-прежнему не достает шкалы на мернике. Итоги второй проверки. На АЗС «Ауэрдин» в селе Лебединовка, недалеко от здания сельсовета, недолив составил 100 мл. На АЗС «Газпром» на пересечении улиц Махатмы Ганди и проспекта Джибек-Джолу не долили 80 мл бензина. Партнер «Нефть» возле Аламединского рынка не долила 25 мл. АЗС «Роснефть», находящаяся на пересечении улиц Льва Толстого и Садырбаева, вовсе перелила 100 мл. На Бишкек-Петролиум по объездной недолив составил 20 мл. На АЗС «Брент»
возле пересечения Молодой Гвардии и Объездной не долили 200 мл. Заправка «Петровектор» по Объездной возле поворота в Кант стала единственной, где налили ровно 10 литров, ни больше, ни меньше. Red Petroleum на пересечении улиц Ибраимова и Льва Толстого не долила 80 мл. Также мы проверили заправки, не входящие в крупные сети. На АЗС под названием РСК по объездной трассе выявили недолив в 170 мл. А на заправке под названием BNG возле остановки ГАЗ-5 не долили пол-литра. Итоги второго закупа, разительно отличавшиеся от первого, дали Финполу повод провести отдельное следствие. ГСБ просматривает версию, что участвующие в оперативных мероприятиях лица могли предупредить АЗС о предстоящих проверках. Выждав месяц, Финпол и «Спутник» вновь решают проверить, не доливают ли заправки бензин. Приглашать метрологов Кыргызстандарта на операцию не стали. Контрольные закупы планируются на крупных сетях АЗС, раз уж именно они показали относительно хорошую картину, когда к нам присоединились сотрудники Кыргызстандарта. Цель закупа – выявить, есть ли недолив бензина марки АИ-95. Приобретенный новый 10-литровый мерник прошел поверку, был опломбирован, а Кыргызстандарт выдал сертификат о пригодности. На этот раз никаких погрешностей. Замеры ведутся при температуре близкой к 20 градусам по Цельсию. Перед каждым закупом мерник смочен. Так что все АЗС в равных условиях. Как и во всех предыдущих случаях, в этот раз тоже ведется непрерывная съемка каждого контрольного закупа, демонстрирующая, насколько это возможно, что никаких манипуляций с мерником с момента попадания в него топлива и до измерения никем не производилось. На случай, если уровень топлива не достанет шкалы мерника, была приобретена литровая колба. Все просто. Топливо не достигло шкалы, значит, в колбу заливается бензин и переливается в мерник. Сколько жидкости вместилось, таков и объем недолитого топлива. Итак, третья серия контрольных закупов. И сразу к итогам. «Газпром» не долил 510 мл, то есть более полулитра. Контрольный закуп проводили на заправке недалеко от пересечения объездной трассы и улицы Алма-Атинской. У «Партнер нефти», находящейся по улице Ахунбаева, западней Кольцевой, недолив составил 220 мл. «Роснефть» на пересечении Салиева и Туракулайтматова не долила 25 мл. «Бишкек Петролиум» не долил четверть литра, точнее 260 мл. Бензин закупался на АЗС возле Кольцевой по Ахунбаева. На АЗС Red Petroleum недалеко от пересечения Объездной и Алма-Атинской недолив составил 80 мл. Но насколько результаты будут идентичны, если все же снова пригласить метрологов Кыргызстандарта? Итак, решено проверить АЗС этих же брендов и закупить 95-й бензин, но с привлечением Кыргызстандарта, а также управляющих заправок. Четвертая серия контрольных закупов. На этот раз о проверке метрологов проинформировали за несколько дней до. И результаты снова показывают разительное отличие. Недоливы практически не фиксируются. Например, на той же АЗС «Газпром», где ранее не долили 510 мл, топливо вовсе перелили. Причем перелив составил свыше 200 мл. Мерник полностью заполнился, но пистолет продолжал изрыгать топливо. Был установлен перелив. То есть даже вот камера зафиксируйте, 9 литров 850 миллиграмм, да, получилось? Да. При втором мернике был установлен перелив. В случае с Роснефтью, а это уже была другая АЗС по другому адресу, недолив составил 20 мл, что в пределах нормы. Эта заправка расположена по проспекту Джибек-Джолу возле Восточного автовокзала. У «Бишкек Петролиума» на Кольцевой по улице Ахунбаева был выявлен недолив. Но уже не 260 мл, как в прошлый раз, а 70. По неизвестным причинам на АЗС «Партнер нефть» не работали колонки, выдающие бензин марки АИ-95. А Red Petroleum не долила 90 мл. Следует отметить, что управляющий АЗС отказался ставить роспись под протоколом, заявив, что не заметил недолив, хотя наблюдал за проверкой. 90 граммды недоливті көрдің бе, көрген жоқсың. А біз мен
жүрдің ғой сен? Жоқ, мен жақта жүргенде тұрады. Иә, камерада көрініп тұрады, сен бізбен жүр. Анда недолет болған жоқ қой? Новые результаты усилили подозрения финполовцев об утечке информации о проверках. Бердимамат Аданбаев, директор Кыргызстандарта, официально это ведомство называется Центром стандартизации и метрологии, заверил нас сначала, что его подчиненные не могли передавать информацию сетям АЗС. С его слов, сотрудники Кыргызстандарта практически не контактируют с представителями заправок. Надо обследовать эта программа, каким образом компьютером и команда дается топливно-раздаточным колонкам. Надо эту программу обследовать, я считаю. А программу следователь что имеете в виду? У нас же определенная программа есть наверняка, чтобы когда компьютеры задают определенную команду, чтобы через раздаточные колонки отпускают определенное количество топлива. В смысле там про кнопочку, да? Да. Так называемые кнопочки или специальные настройки системы упоминались и при разговоре нашего корреспондента с бывшими сотрудниками АЗС, естественно, на анонимной основе. Это подтвердили и в Госинспекции по экологической и технической безопасности. Здесь нам рассказали, что осенью 2016 года МВД с участием Госэкотехинспекции изъяло оборудование одной из АЗС в Иссык-Кульской области. Тогда было выявлено, что с помощью программного обеспечения и не доливается бензин. Однако чем закончилось это дело, неизвестно. По этому поводу мы отправили официальный запрос в МВД, но в министерстве сказали, что не могут дать ответ без номера уголовного дела. Отмечалось также, что соответствующая служба ведомства расформирована. Кстати, информация о наличии специальных программ нашла подтверждение и в России. Мы связались с Российской Федерацией автовладельцев, где нам рассказали, что при необходимости из диспетчерской АЗС могут решить, будет недолив или нет. В Федерации отметили, что действующая система проверок АЗС отстала от реальности. Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Агентство «Спутник Кыргызстан» следит за ходом расследования и обещает информировать о нем своего читателя. Но это еще не все. В ходе проверок были отобраны образцы бензина с 10 заправок, чтобы проверить, насколько качественный бензин продают кыргызстанцам. Впрочем, результаты экспертизы мы дадим отдельным материалом. Добавим, что проверки показывают работу лишь отдельных АЗС. Агентство не настаивает на том, что недоливом занимаются и другие заправки компаний, фигурирующих в материале. Мы их пока не проверяли.